течение 2 дней участники, представители уполномоченного по правам человека в Таджикистане и представители гражданского общества обсуждали те уровни сотрудничества, которые существуют, и какие проблемы существуют в этом направлении в Таджикистане. Во-первых, достаточно большим сюрпризом явилось то, что уполномоченный по правам человека имеет очень хорошие, положительные примеры своей деятельности, как по отдельным, например, законодательным инициативам, так и по защите отдельных прав человека. И некоторые правозащитные организации говорили о том, что именно благодаря офису уполномоченного были достигнуты эти результаты. Но в то же время население об этом не знает. И создается впечатление, что, например, по индивидуальным сообщениям офис уполномоченного является очень неэффективным. Но, например, если говорить по делам, связанным с применением пыток, ситуация чуть-чуть другая. Например, коалиция против пыток и отдельные выступающие говорили о том, что они неоднократно обращались в офис уполномоченного по правам человека с делами, связанными по применением пыток, но и омбудсман или не отвечает, или ограничивается тем, что перенаправляет эти жалобы в другие учреждения, например, в Генеральную прокуратуру, Верховный суд и так далее. И здесь есть проблемы законодательных ограничений, потому что уполномоченный может работать с жалобами только после того, как прошли все другие средства правовой защиты, что не всегда уже постфактум делает работу уполномоченного эффективным. Очень важно, чтобы он своевременно вмешался и в этом смысле может добиться каких-то существенных изменений. И исходя в том числе из практики других стран, тоже были сделаны рекомендации, как можно, используя существующие полномочия, уполномоченному, скажем так, улучшить свою работу, в частности, связанной с индивидуальными сообщениями. Конечно, много критики, и иногда вы можете услышать какие-то разговоры на повышенных тонах, но все участники понимают, что это даст нам возможность понять, где есть проблемы, и попытаться найти те точки соприкосновения, где мы могли бы сотрудничать, и это сделало бы и работу уполномоченного более эффективным, и работу правозащитных организаций более эффективным. Среди новых тем, которые в том числе были подняты в течение этих 2 дней, это рекомендации, постоянно повторяющиеся, это то, что уполномоченному нужно создавать общественные советы при своем офисе, привлекать достаточно активных специалистов в различных областях, и которые могли бы помочь в выработке стратегии по решению вопросов. Например, такие группы, как национальные меньшинства, их голос обычно не слышен в обществе, и вот создание такого общественного совета из представителей национальных меньшинств был бы очень своевременным на сегодняшний момент. Также, как обычно, это является таким достаточно актуальной темой, которые всегда на повестке дня, это вопросы, связанные с защитой прав трудовых мигрантов. Тоже были обсуждены эти вопросы и приняты определенные рекомендации в этом направлении.